Здравствуйте! Вы смотрите предвыборные дебаты на канале АТВ. Проведет их Елена Янак. Тема дебатов сегодняшних: реформа в Молдове, укрепление особого правового статуса Гагаузии, Гагаузии-Ри. Сегодняшние дебаты организованы для округа номер 45 города Камрат. В студию АТВ были приглашены независимый кандидат Николай Дудогла, кандидат от нашей партии Дмитрий Левентий, кандидат от партии ШОР Нина Демогла. Однако не все кандидаты смогли принять участие в наших дебатах. Кандидат от партии ШОР Нина Демогла не ответила на наше приглашение, а независимого кандидата Николая Дудогла сегодня будет представлять Александр Тарнавский. Здравствуйте. Здравствуйте. Напомню для наших кандидатов и для наших телезрителей правила дебатов. Дебаты у нас пройдут в 5 раундов. В первом раунде кандидаты в течение 1 минуты будут представлять свою предвыборную программу. Во втором раунде кандидаты будут отвечать на вопросы модератора. В третьем раунде кандидаты имеют возможность задавать по одному вопросу друг другу, по интересующему их вопросу или по нашей теме. В четвертом раунде мы подготовили 3 конверта. В каждом конверте по одному вопросу, и каждый кандидат будет отвечать на один вопрос. И в 5-м раунде будет дана 1 минута для обращения к избирателям. Итак, в общем, в ходе передачи у каждого кандидата есть 17 минут. Неиспользованное время в ходе передачи сгорает. Перед началом первого раунда, для того, чтобы лучше ознакомиться с нашими кандидатами, мы представляем видеопортрет. До начала передачи мы провели жеребьевку, поэтому первый видеопортрет будет Дмитрия Левентия, кандидата от нашей партии. Дмитрий Левентий, кандидат от нашей партии по одномандатному избирательному округу номер 45, Камратский район. Родился в 1989 году в Камрате. По профессии инженер-менеджер. Образование: спортивный лицей-интернат, Камратский государственный университет. Трудовая деятельность: работает инженером в Термостал Имикс. В настоящее время является заместителем председателя Камратского муниципального совета. Политическая деятельность. Зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты парламента Республики Молдова по одномандатному округу номер 45. Партийная принадлежность: наша партия. Вице-председатель территориальной организации нашей партии. Женат, имеет 1 ребенка. Итак, если у вас есть вдруг какие-то дополнения к портрету, вы можете сказать, но не забывайте, что это входит в ваше время. Нет, минута у нас будет еще для представления, если не хотите. В принципе, когда будет минута, я уже представлюсь полностью. Хорошо. И второй портрет будет независимого кандидата Николая Дудогла. Смотрим. Николай Дудогла, независимый кандидат в парламент Республики Молдова по одномандатному избирательному округу номер 45, Камратский район. Родился 13 марта 1966 года в муниципии Камрат. Мастер спорта по вольной борьбе, заслуженный тренер Республики Молдова. Образование высшее. 1973-1979 годы Камратская средняя школа номер 6. 1981-1984 годы Кишиневское спортивное училище номер 3, отделение борьбы. 1986-90 годы Кишиневский педагогический институт имени Крянга. Трудовая деятельность: 1990-2001 годы тренер по вольной борьбе Камратской детской юношеской спортивной школы. 2001-2004 годы директор регионального спортивного лицея-интерната. 2002-2004 годы начальник управления по делам молодежи и спорта Гагаузии. 2004-2014 годы мэр муниципии Камрат. Политическая деятельность. В 2003 и 2008 году избирался депутатом Народного собрания Гагаузии. Возглавлял комиссию по делам молодежи, спорта и туризма. С 2007 года заместитель президента Союза муниципалитетов Тюркского мира. С 2010 года заместитель президента Союза муниципалитетов Балканских стран. 2014-2018 годы депутат парламента Республики Молдова. Женат, 3 детей.
То же самое, Александр, если у вас вдруг есть какие-то дополнения. Мгм. Я напомню вам, что я уже говорила, что в начале передачи мы провели жеребьевку, кто первый будет отвечать. И первый свою платформу представит Дмитрий Левинтий. Главные ваши тезисы, ваша платформа, у вас 1 минута. Меня зовут Дмитрий Левинтий, я кандидат от нашей партии по 45-му одномандатному округу. Родился и вырос в городе Камрасе, здесь же закончил школу, потом университет. Политической деятельностью своей начал в 2014 году, когда сформировалась и начала действовать на территории Республики Молдова наша партия во главе с ее лидером Ренатом Усатым. Мы хорошо себя проявили на местных выборах, мы показали, что мы можем работать, то, что нам люди доверяют. В 2015 году наша партия выиграла местные выборы, заняв кресло в большинстве городах Республики Молдова. Мы идем с лозунгом «Молдова будет свободной», мы будем готовиться, наша платформа будет основываться на том, что борьба с коррупцией, борьба с захваченным режимом, который сегодня у нас есть в стране. Основные, Спасибо. Наше время истекло, согласно секундомеру. И вторым, согласно вытянутому жребию, будет отвечать Александр, представитель независимого кандидата Николая Дудогла, Александр Тарнавский. Пожалуйста, у вас 1 минута. Да, добрый вечер. Во-первых, спасибо, что есть эта возможность прямого общения с конкурентами, с телезрителями. Хочу поблагодарить Дмитрия за то, что вы здесь, и мы можем обменяться мнениями. Мне кажется, что дебат – это один из демократических способов лучше узнать кандидатов, лучше узнать их программы. Я представляю Николая Ивановича Дудогла. Совсем скоро, 24 февраля, состоятся выборы в парламент Республики Молдова. Они впервые пройдут по уникальной системе, когда Гагаузия может быть представлена не только своими представителями, которые будут идти по партийным спискам, но и по одномандатному округу. Поэтому очень важно, чтобы мы разобрались в кандидатах, выбрали действительно людей, которые являются патриотами, которые будут независимыми, которые смогут отстаивать интересы Гагаузии в высшем законодательном органе нашей страны. Спасибо. На этом наш первый раунд завершился, и мы переходим непосредственно ко второму раунду. Напомню еще раз, что во втором раунде кандидаты будут отвечать на вопросы ведущей. Для того, чтобы было немножко равноправия, кто первый отвечал, на втором раунде будет второй отвечать. Так будем для разнообразия. Александр, вот в нашей стране идут реформы. Касаются ли они полномочий Гагаузии и вообще каким образом? Сколько минут есть? Примерно 5, да? Примерно на 1 минуту. Да, действительно, правительство уже несколько лет внедряет реформу публичного управления на центральном уровне. И, в принципе, негласно страну поделили на несколько центров развития. Север, юг, центр. И, к сожалению, Гагаузию практически забыли, что она обладает особым правовым статусом. И фактически нас больше относят к югу. И мы считаем, что это одна из проблем, потому что Гагаузия, учитывая, что это автономное образование, обязана в этих реформах участвовать как самостоятельная структурная единица. Поэтому одной из главных задач будущих депутатов парламента, выбранных от Гагаузии, станет именно, чтобы реформа, которая производится в Республике Молдова, учитывала особый правовой статус Гагаузии, те полномочия, которые очерчены в законе, принятом от 1994 года. И это одно из направлений предвыборной платформы кандидатов в депутаты парламента Дудогла Николая Ивановича. Дмитрий, известно, что вот страна разделена у нас на 2 вектора, да, Евросоюз и Таможенный союз. Как вы считаете, вот по какому направлению должна двигаться Молдова и какими методами? Молдова должна быть независимой страной. Ни от восточного, ни от западного вектора. Молдова должна быть платформой для совместных каких-то проектов между Западом и Востоком. Нам не надо сейчас стремиться конкретно к одному, с кем-то дружить во благо или во вред какого-то другого партнера. Мы должны развивать добрососедские отношения со всеми, включая Российскую Федерацию, страны Европы, страны Запада, у нас Румыния, мы граничим с Румынией, мы граничим с Украиной, как бы там ни было, весь товарооборот осуществляется через территорию этих стран. Какого-то определенного вектора мы не придерживаемся, мы должны двигаться только на благо нашей страны и, соответственно,
работать со всеми в полном объеме и не ущемлять чьи-то интересы для того, чтобы перед кем-то выслужиться. Александр, вот на сегодняшний день больше половины бюджета уходит в Гагаузии на образование. Однако такая тенденция идет сокращение дисциплин, учебных заведений автономии. Вот будущий ваш кандидат, которого вы представляете, будучи депутатом парламента, каким образом вот он сможет повлиять на эту реформу? Что он сможет делать, чтобы привлечь, что нужно делать, чтобы привлечь молодых специалистов к нам? Хорошо. Перед тем, как ответить на этот вопрос, я думаю, нам будет интересно Дмитрием, чтобы один высказал мысль, другой, и мы как бы друг друга дополняли, чтобы эти 5 минут заполнили содержательным разговором. Если возвращаться к вашему вопросу, связанному с реформами публичного управления, хочу сказать, что одним из ярких примеров, когда Гагаузия лишилась своего полномочия, это когда 2 года назад была реорганизована налоговая служба Гагаузии. Одним росчерком пера министра финансов прекратила функционирование налоговой службы Гагаузии, которая была преобразована в налоговую службу Юг. И вместо того, чтобы обслуживать 3 района Гагаузии, сегодня Центр Юг обслуживает 9 районов Юга Республики Молдова. Что мы утратили? Если Народное собрание Гагаузии раньше утверждало начальника управления налогового администрирования, и только после этого министр финансов назначал соответствующего руководителя, то сейчас министр финансов прямым своим распоряжением назначает руководителя налоговой службы Юг. Фактически Народное собрание, фактически Гагаузия лишилась от одного из основных своих полномочий администрирования именно в налоговой сфере. И самое главное, что юридически Народное собрание 2 года назад утвердило начальника Главного управления администрирования налоговой службы. Фактически юридически этот человек еще есть, а фактически уже сегодня руководит налоговой службой Юг совсем другой человек, даже не из Гагаузии. Вот это как один из примеров, когда идет реформа и абсолютно не учитывают интересы Гагаузии, и в предвыборной платформе Николая Храмовича есть пункт, связанный с тем, чтобы в Конституции закрепить такое положение, которое аналогично соответствующим положениям других автономиях Европы, когда реорганизация государственных служб в автономии происходит только при согласовании с властями Гагаузии. Но касаясь вопроса, связанного с образованием, я не думаю, что идет сокращение дисциплин. Наоборот, в Гагаузии это проблема, потому что в связи с изучением родного языка наши дети на час, на 2 учебные в день находятся больше, чем дети с других территорий Республики Молдова. Поэтому, по моему мнению и по мнению нашего кандидата, учебная нагрузка, наоборот, перегружена. Но хочу сразу отметить, что депутаты парламента Республики Молдова, они утверждают законы, но политику в сфере образования разрабатывает правительство и соответствующее министерство. Поэтому главный посыл нашего кандидата в сфере образования – это что вот этот крен, связанный с тем, что все хотят получить высшее образование, иногда не готовы к этому. Надо это изменить, потому что люди должны получать и среднее техническое, профессиональное образование для того, чтобы заполнять те рабочие места, которые сегодня есть. Сегодня есть дефицит очень многих профессий и, наоборот, избыток юристов, бухгалтеров, финансистов и так далее, и так далее. Вот этот крен надо изменить. Дмитрий, вот если вы станете депутатом парламента Республики Молдова, какая будет ваша первая законодательная инициатива? Думаю, у нас вот такой острый вопрос у всех кандидатов, особенно касаемо Гагаузии. Наверное, все-таки возврат тех полномочий, которые Гагаузия утратила. И представление этого закона вот именно в том формате, в котором он был, в котором приняли его в 1994 году. То есть это даст больше возможностей Гагаузии для развития как автономия. То есть мы на сегодняшний день мы имеем права точно такие же, как абсолютно любой другой район Молдовы. Нас практически ничего не отличает. То есть юридически мы на бумагах мы автономия, но фактически мы такой же район и с такими же правами, как и все остальные. Спасибо. На этом наш второй раунд завершился. Далее мы переходим к 3-му раунду. Напомним нашим телезрителям и нашим кандидатам, что в 3-м раунде кандидаты могут задавать друг другу интересующих вопросы или по нашей теме. Напомню, тема реформы в Молдове, укрепление особого правового статуса Гагаузии. Тогда отвечал Александр, сейчас первым. Дмитрий, вы можете задавать вопросы, да, Александру. Александр, у меня такой вопрос. Молдова сталкивалась, в принципе, на уровне парламента и на уровне Народного собрания Гагаузии с тем, что существуют политические перебежчики. То есть политические туристы, которые приходят в парламент, либо в Народное собрание с одним флагом, а
через какой-то определенный срок они меняют свое мнение, свои позиции, возникают вопросы от жителей тех населенных пунктов, либо там районов, и тех, кто голосовал за этих. Готовы ли вы бороться с политическим туризмом, и как вы считаете, какие вот эффективные меры были бы для этого? Спасибо, хороший вопрос. Я хочу дать такой ответ, что в этом и очень важно то, что Николай Харламович идет как независимый кандидат, а не с поддержкой национальных партий, потому что, к сожалению, особенно на уровне парламента, в Народном собрании, может, это не так выражено, люди приходят с одной партией, потом в течение мандата партии меняют. Поэтому очень важно, чтобы человек был независимым, не зависел от национальных партий, а был зависим только от тех людей, которые его туда делегировали, то есть от своих избирателей. Поэтому уверен, если мы выберем людей, которые являются независимыми кандидатами, они как раз вот этот политический туризм прекратят. На самом деле этот феномен очень нехороший, когда люди приходят с поддержкой сильных лидеров партийных, с одной платформы, а потом в результате неизвестных причин меняют свою окраску, меняют свои политические убеждения. Я не думаю, что эти люди заслуживают большого уважения, и, как правило, их потом больше никуда не выбирают. Вопрос Дмитрию. Дмитрию, да. Значит, Дмитрий, вы идете с поддержкой политической партии национального уровня. Скажите, вы считаете это преимуществом, что вы идете от партии, или наоборот, учитывая, что Гагаузия столько лет, в этом году будет 25 лет гагаузской автономии, ждала, чтобы был одномандатный округ, и человек мог баллотироваться с Гагаузии, представлять свои интересы, интересы народа, который здесь проживает? Вам не кажется, что независимый кандидат сможет это сделать намного лучше, потому что представитель партии, каким бы патриотичным вы ни были, в любом случае в работе фракции, в работе партии будет подчиняться в том числе и партийной дисциплине, потому что это на самом деле есть. И учитывая, что Гагаузия занимает 5%, да, в среднереспубликанских показателей, понятно, что во фракции гагаузов будет примерно такое же количество, в том числе и в той партии, если вы преодолеете избирательный барьер. Поэтому не кажется ли вам, что, учитывая, что Гагаузия столько ждала этого момента, лучше было идти как независимым кандидатом без поддержки национальной партии? Я понял ваш вопрос. Да, действительно, вот есть такая проблема, что Грузия вообще ждала 5 квот от руководства нашей страны. Там многие политики приезжали к нам, обещали, там, показывая свою любовь к гагаузам, рассказывали про 5 депутатов, которые будут представлять Гагаузию. На сегодняшний день так получилось, что те обещания эти политики не выполнили. Что касается вот того, что возможность... Есть некий партийный ресурс, есть некоторые люди, которые как бы доверяют партиям, некоторым доверяют некоторым партийным лидерам. И, допустим, мне как молодому политику было бы очень тяжело пойти самостоятельно, то есть вот в такой ответственный. Это можно на уровне советника городского пойти как независимый, там, то есть и рассказывать о своей платформе. Но на таком большом уровне, то есть как депутат парламента, лично мне как кандидату было бы очень сложно опираться на быть независимым. То есть здесь я как бы пошел с партии, что я давно в этой партии с самого начала, я верен партии, мне нравится платформа партии, я согласен с ней. Что касается партийной дисциплины, я вам так скажу, что есть некоторые действительно партии, где приветствуется дисциплина, особенно вот мы как-то встречались с моим конкурентом от коммунистической партии, он как бы высказал такое мнение, вот у коммунистов есть такое, меньшинство подчиняется большинству. Я с этим не согласен, потому что если будет не учитываться мое мнение как члена фракции, и особенно это если будет в ущерб Гагаузии, то я буду настаивать на том, чтобы все-таки ко мне прислушивались и делали все то, как бы не вразрез моему региону. Чтобы не получилось так, что люди за меня здесь голосовали, а в итоге я буду выполнять какие-то партийные дела или партийные поручения, не в угоду нашим избирателям. Спасибо. Если вы желаете, у нас еще есть время. Если вы желаете задать еще по одному вопросу, у вас есть такая возможность. Дмитрий, ваш скорее вопрос. всего, Александр, будет вопрос уже по нашему местному уровню. Вот у нас вот получается, что некоторые политики заявляют о том, что
сложно будет вернуть в полномочия Гагаузии. Каким образом вы, как независимый кандидат, вот ваш представитель Николай Харлампич будет один отстаивать это? Будет ли он с кем-то сотрудничать в этой сфере? И готовы ли другие кандидаты и поддержать эту идею? Да, вопрос понятен. Бытует мнение, что независимый кандидат, он будет в явном меньшинстве в будущем составе парламента, и поэтому им трудно будет решать те задачи, которые они ставят перед собой, особенно восстановление полномочий Гагаузии. Но в чем и прелесть независимого депутата, что он не будет принадлежать никакой фракции. Он будет действительно вести независимую политику и высказывать те смелые идеи, которые исходят от самого народа. Потому что человек, который находится внутри партии, у них все равно есть устав, у них есть все равно общее положение, которое они должны придерживаться. Независимый кандидат, наоборот, эти вопросы, которые неудобны Кишиневу, он сможет их поднимать на самой высокой трибуне, и фактически он не будет ни от кого зависеть, ни от какого партийного лидера, а только от тех людей, которые его туда делегировали. И более того, он будет еще и ответственен перед ними, потому что когда он будет возвращаться сюда на родину и отчитываться перед избирателями, ему будут задавать прямые вопросы. Я хочу провести аналогию с Народным собранием, где большинство депутатов выбраны именно независимых, потому что в Гагаузии такая ментальность. Мы больше доверяем не партиям, а личностям. Ваш вопрос, да? Если вы удовлетворены, да. Дмитрий, я хочу вам задать следующий вопрос. У нас по одномандатному округу будет 7 кандидатов. Николай Харлампич, вы еще 5 человек, да? Вот если проанализировать патриотичность этих людей, да, опыт, умение организовать команду, да, менеджерские способности. Вот если абстрагироваться от того, что вы баллотируетесь, вот так, если бы случилось, вы не баллотировались, да, вот 6 человек баллотируют. Ваше предпочтение, вы бы кого выбрали из этих 6 человек, исходя из этих принципов? Патриотичность? Честно успешность? говоря, вот для меня такой вопрос очень тяжелый, как бы я никогда не задумывался, если бы я никакого отношения к политике не имел бы, за кого бы я сегодня дал предпочтение, я не знаю, допустим, я не готов сейчас ответить на этот вопрос, потому что, да, у кандидата, как Николая Харлампича, самый большой политический опыт из всех тех, кто, хотя и Иван Кличик тоже, он был депутатом парламента один созыв, и он работал в посольстве Турции, в посольстве Молдовы в Турции. Есть как бы такой тоже хороший политический опыт. Не знаю, наверное, честно, я не могу ответить на кто бы был бы моим фаворитом, за кого бы я пошел бы. Хорошо. На этом наш третий раунд завершен. В четвертом раунде, напомню, кандидаты должны будут ответить на вопросы в конвертах по одному вопросу. Мы подготовили 3 конверта, так как рассчитывали 3 кандидата. Но в прошлом раунде у нас отвечал первый Дмитрий, поэтому в этом раунде Александр. Вы выбираете любой и отвечаете на вопрос. У каждого еще есть 5 минут. Вы открываете, когда будете отвечать на вопросы. У вас еще осталось минут 5-6 вместе со словом. Какие реформы, проходящие в Молдове, вас не устраивают? С какими вы согласны? Продвижение каких реформ вы считаете возможными? И есть ли у вас предложения и поправки к ним? Ну, вопрос очень глубокий, где-то даже философский. Наверное, не хватит нам времени, чтобы на них рассуждать. Я буду говорить на предмет того, что относится к Гагаузии. Еще раз повторю, что реформы в Республике Молдова проходят. Реформы нужны, потому что реформы, как правило, они приводят к улучшениям, да? Но, к сожалению, у нас многие реформы, которые реализуются в стране, переписаны у других стран, в частности, у соседнего государства Румынии. Поэтому, когда они имплементируются у нас в стране, к сожалению, не учитывается, что здесь в стране есть автономия, потому что в Румынии, в соседних государствах автономии нет. Поэтому проблема функционирования автономии неизвестна тем странам, которые являются республикой, да, по своему государственному устройству и не имеют автономных образований. Поэтому, к сожалению, те люди, которые сегодня работают в правительстве, занимаются реформами, как правило, это молодые люди, которые прошли школу либо Румынии, либо других европейских государств. И они, к сожалению, даже иногда не знакомы, что есть закон об особом правовом статусе Гагаузии, что есть автономия со своими отличиями, со своими полномочиями, со своими особенностями. Поэтому реформы, которые реализуются в Республике Молдова, может быть, они и неплохие. Но в части Гагаузии они ущербны для автономии, потому что
те полномочия, которые аксакалы заложили, патриоты, когда создавали гагаузскую автономию, они, к сожалению, стираются. Поэтому это самый главный минус реформ. Второй самый главный минус реформ, что реформы проходят в Республике Молдова без широкой консультации с населением, да, с гражданским обществом, с властями. Поэтому многие реформы буксуют, не приживаются, а некоторые даже наносят урон. Вы знаете, что была реформа, связанная с оптимизацией школ, хотели еще оптимизацию больниц производить, то есть реформы, которые идут во вред людям. Поэтому очень важно, чтобы человек, который будет представлять Гагаузию в парламенте Республики Молдова, оценивал эти минусы, да, видел эту уязвимость, в том числе для Гагаузии в первую очередь. И на самой высокой трибуне поднимал эти вопросы, что, пожалуйста, в Республике Молдова внедряйте реформы, но учитывайте, что есть Гагаузия с ее полномочиями, которые должны, безусловно, исполняться. И второе, когда вы что-то делаете, консультируйтесь с примарами, с гражданским обществом, с населением. Спасибо. Дмитрий. Мы можем и дополнять друг друга, если... Ну, чтобы время, вы скажете. Парламент Республики Молдова принял проект закона о государственной налоговой службе, который предусматривает ее реформирование и модернизацию. Эта организация состоит из 3 главных территориальных управлений налогового администрирования – Север, Юг, Центр. Каким образом реформы коснятся полномочий Гагаузии? Ну, Александр говорил об этом в начале передачи нашей, о том, что создавая вот эти вот центры, действительно не учли особо правовой статус Гагаузии, в котором нас ущемили. Гагаузию ущемили, и вместо того, чтобы действительно советоваться, Народное собрание утверждало того же руководителя налоговой службы, то есть это проигнорировалось Министерством экономики. Теперь некоторые гагаузские бизнесмены должны с пакетами документов ехать в Кагул, но не здесь, то есть не обслуживаться в налоговой службе Камрата. Вот это как бы большой минус. И мне кажется, это надо возвращать все, для того, чтобы у нас в Камрате была своя налоговая, своя таможенная служба, АНСА, все те государственные структуры, которые имеются в частности во всей республике, должны именно быть свои филиалы должны быть в Гагаузии. Дополнять вы имели в виду на вопросы Дмитрия? Да, если может, мы что-то имеем добавить. Или это наше время сохраняется? Но у вас можете как бы еще минуту. Не, лучше сохраним тогда на последнее представление. 4-й раунд, в принципе, на этом завершен. И у нас остался последний, 5-й раунд, обращение к избирателям, кандидатов. Почему избиратели должны именно проголосовать за вас или за вашего кандидата? На это дается 1 минута. У нас первый отвечал Тарнавский Александр, поэтому сейчас Дмитрий. Да. Ваше обращение. Буквально через неделю перед всеми гражданами Республики Молдова станет выбор, за кого голосовать и кому отдать свое предпочтение. Многие партии на протяжении всего вот этого времени дискредитировали себя, показали свою дееспособность, плохо исполнили свои предвыборные обещания, данные в 2014 году. В 2014 году, к сожалению, так получилось, что нашу партию сняли с выборов, не допустили нас. Но мы показали на местном уровне, как надо работать. Бельцы признаны самой транспарентной примарией во всей Молдове. На севере многие примары от нашей партии доказали, что можно работать, не вовлекая себя в какие-то коррупционные скандалы, в коррупционные схемы, работать чисто прозрачно. Я призываю всех жителей Гагаузии выйти 24 числа на выборы, проголосовать, отдать свой голос нашей партии, ее лидеру Ринату Усатому и кандидату от нашей партии. Мы покажем действительно, как надо работать, и Молдова будет свободной страной, свободной от олигархического режима, свободной от захватчиков государства. Спасибо большое. Александр, ваша минута. Значит, действительно, совсем скоро состоятся выборы, очень важные для Гагаузии, потому что появился уникальный шанс говорить о тех вещах, о которых раньше, если ты проходил только от партии, было невозможно озвучивать на такой высокой трибуне. Во-первых, Николай Храмович идет с программой, которая направлена на Республика Молдова должна остаться независимым суверенным государством. Мы должны закрепить итоги того референдума, который у нас был законодательный в 2014 году в Гагаузии.
В будущем парламенте обязательно Николай Храмович берется за то, чтобы защитить русский язык как язык межнационального общения. Обязательным вопросом станет и то, чтобы парламент утвердил те 3 закона Гагаузии, которые были разработаны рабочей группой и направлены на укрепление полномочий автономии. Николай Храмович будет работать над тем, чтобы были восстановлены государственные службы, которые были упразднены или реорганизованы, деконцентрированные службы Гагаузии. Он будет стараться, чтобы прекратилась порочная практика отмены местных законов судами общей юрисдикции. И самое главное, Николай Храмович призывает, что, уважаемые избиратели, голосуйте за ту партию, за которую вы считаете нужным. Но среди одномандатного округа из 7 кандидатов только он идет в качестве независимого кандидата. Поэтому по партийным спискам отдайте свой голос партиям, по спискам одномандатному отдайте тому, кто идет как независимый кандидат. Еще раз повторяюсь, Николай Храмович единственный из 7 кандидатов идет без поддержки национальных партий в качестве независимого кандидата. Спасибо, на этом время наше вышло. Напомню, что вы смотрели предвыборные дебаты на канале АТВ кандидата парламента Республики Молдова по 45-му округу, в которых приняли участие представители независимого кандидата Николая Дудогла Александр Тарнавский, кандидат от нашей партии Дмитрий Левинтий. Следующие дебаты смотрите завтра, 19 февраля в 18:00 с кандидатами округа номер 45, на которых были приглашены кандидат от партии социалистов Республики Молдова Александр Суходольский, кандидат от Демократической партии Молдовы Федор Минку, кандидат от партии коммунистов Республики Молдова Иван Кальчик. Все наши дебаты вы можете посмотреть на сайте atv.md. Увидимся в следующем эфире. Оставайтесь на нашем канале.